12 ноября 2011 года, 17 часов по местному времени. На станцию Нижний Бестях заходит путеукладчик. На правый берег Лены транспортные строители пришли с опозданием ровно на 20 лет. Позади 1239 километров Амуро-Якутской магистрали. Торжественный митинг с участием президента России будет через несколько дней, а пока в узком кругу традиционное шампанское, как на БАМе прямо из сказки, в честь завершения стройки века. Даешь, Якутск! Скажем, давай. Даешь, Магадан! Даешь! Меня распределили в 89-е управление Треста Бамтранзрывпром, поселок Алекма. Это на БАМе. На однокурснице женился, вот у нас уже была семья, нам предлагали остаться в Свердловске, но мы категорически отказались, поехали на БАМ. Ну, может быть, еще не были женаты, дружили, или женаты уже были, приняли решение, что поедем на БАМ, и всеми силами старались, да. Я загорелся, мне надо туда. Даже раньше, чем съездовские ребята, наши уже прибыли в Якутск. Я сходил в обком комсомола, говорю, какая-нибудь стройка где-нибудь, нет? Да вот, что-то говорят про БАМ, был 74-й год начала. Мало кто знает, что слово «БАМ» появилось еще при царе Николае II в 1913 году, но идея так и осталась на бумаге. О дороге на север вспомнили уже при советской власти. В 1932 на Транссибе, близ разъезда Тахтамыгда, появилась станция БАМ. Спустя год началось строительство магистрали в сторону поселка Тындинский. А еще через 4 на этом участке было открыто движение поездов. Дорога работала недолго. В 1942 году рельсы были сняты и отправлены под Сталинград. Их использовали для строительства Волжской рокады, по которой шло снабжение Красной армии. Силы приложены были страшные, чтобы выстроить эту дорогу, чтобы не успел враг пройти на Кавказ. Поэтому Байкало-Амурская магистраль, вот это верхнее строение пути было снято именно на строительство Волжской рокады. Сегодня о первом БАМе напоминают лишь участки насыпи и остатки мостов. Дороги от Транссиба на берег Лены вернулись лишь в 1972 году. Уже в мае были отсыпаны первые метры земляного полотна, основная часть которого проходит по довоенной насыпи. Ну, в основном по-старому у меня, все по-старому, потому что изыскания опять проводили, очень дорого улежался грунт. Это те самые первые кадры строительства магистрали. Еще жив бригадир Иван Зелицкий, который вскоре вместе с путейцами погибнет на одном из перегонов, столкнувшись с маневровым тепловозом. Перед строителями стояла задача от Транссиба дойти до Тынды и оттуда дальше на север до станции Беркакит. Ветка получила название «Малый БАМ». В это же время набирает обороты строительство западного и восточного участков основной магистрали. Первые 179 километров строители сдали меньше, чем за 3 года. И 9 мая 1975 года пришли в Тынду. Правда, вскоре с проблемами пришлось столкнуться с службам эксплуатации пути. В самом начале магистрали образовались перекосы и просадки полотна. Средняя скорость не превышала 5-10 км в час. Это было первое знакомство с коварством вечной мерзлоты.
вечная мерзлота требует, как хорошая и красивая женщина, ухода и внимания. И научные разработки, которые благодаря этому были разработаны и в МИИТе, и в СНИСе, это то, что позволило в дальнейшем очень эффективно разрабатывать научную тематику для северных районов, для районов вечной мерзлоты. В период с 74 по 75 годы на БАМ прибывают основные силы комсомольцев. Сотни квадратных километров еще недавно глухой тайги стали одной сплошной строительной площадкой. Только в Тындинском за короткое время численность населения выросла в 11 раз, превратив небольшой поселок в город. Тында нас, конечно, поразила. Мы когда приехали первый раз, там стояло несколько высотных домов, это многоэтажки, высотные девятиэтажки московской серии. Настолько это все красиво, настолько монументально вот они смотрелись на фоне того, что не было еще дорог асфальтированных, не было тротуарчиков, была как бы живая природа, вот прям кусты там, тайга была. Мы ехали, один из первых был поездов Москва-Тында. И мы в него сели в Екатеринбурге и доехали до Тынды прям. И мы заходим на станцию, а там небольшой вокзальчик деревянный построен, еще свежей краской пахнет. И мы зашли, и мы были первыми клиентами камеры хранения. Мы зашли, говорим, где можно оставить чемоданы, потому что нам надо идти туда, в поселок, и там решать вопросы. Мы поставили, а потом, когда забирали чемоданы, у нас остались следы от невысохшей краски. Для многих участников БАМовской стройки Тында стала отправной точкой пути длиною в жизнь. Им предстояли сотни километров пешей дороги строго на север. Мало кто себе представлял, что ждет впереди. Там за горизонтом будет множество преград, среди которых заболоченные местности, покрытые угнетенным лиственничным лесом, горные реки и перевалы, а также полное отсутствие бытовых условий. Печку топили по очереди, через каждые 3 часа вставали. Вот. А холодно было. Подушка к стене примерзала. Когда строили в 79-м, был за 60 мороз. Строили контору в этом леспромхозе. Да, актировали день, потому что техника ломалась. Руководители стройки прекрасно понимали, что линия Тында-Беркакит – своеобразный испытательный полигон, где проверялись на прочность люди, машины и новые технологии. Иначе чем объяснить, что даже в разгар самых лютых морозов в необжитые места съезжаются рабочие со всей страны, укрепляются и набираются опыта отряды «Якутский комсомолец» и «Юность Якутии». Ну, мы работали на просеке, и где-то в 1976 году пошел слух, что хотят нас отправить на курс командиров пути. Ну, это железнодорожники. Мы вначале не хотели, мы привыкли быть первым десантом, там, начинать все, поэтому как-то не хотелось, и мы не знали, что такое железная дорога, конечно. Мы все, ну как, якуты, к топору привычные более-менее были. Для молодежи Якутии середины 70-х попасть на всесоюзную стройку малого БАМа было мечтой. Парни и девушки начали уезжать в глухую тайгу, когда рельсы были еще лишь на подступах к Тынде. Правда, доверяли им только то, что умели – рубить просеку. Как оказалось, в этом деле деревенским не было равных. А уже спустя 4 года, неподалеку от границы Якутии, ребята доросли до профессиональных монтеров пути. Я очень рад за отряд «Якутский комсомолец», что перед приходом железной дороги в Якутию они переучились на монтеров пути, и первый отряд монтеров пути и собственными руками они укладывали, значит, вот эту первые метры железной дороги на разъезде Якутский.
Конец октября 1976 года оказался сложным даже для привыкших к якутским морозам. Каждый день минус 45 градусов при сильных порывах ветра. Именно в этом месте земляное полотно пересекает высокогорье. Становой хребет казался неприступным. Замерзнуть не давал лишь тяжелый физический труд. Нам здорово помогали. Школьники, как фронтовикам, присылали даже рукавицы. Про книг и так далее говорить нечего. На границу Якутии опоздать нельзя. Ее нужно было пройти 29 октября, в день рождения комсомола. Но укладку завершили на день раньше. Последние дни уже прямо в автобусе спали. Ждали, пока звенья придут. Ну, тогда звенья шли. Звеносборка была в Тынде. И как звенья подадут, выходили на укладку и дальше. Укладка золотого звена состоялась утром 2 ноября. Трибуну поставили рядом с обочиной, а на торжественный митинг приехали сотни гостей. Жители соседней Иянгры прибыли верхом на оленях. Когда работа была закончена, по рельсам пустили тепловоз, украшенный транспарантами. Лично мы вот, якутяне, которые работаем на бане, наверное, принесли новую профессию. Железнодорожник. Не знаю, может, монтер пути, может, строитель. Железной дороги вообще. Мне посчастливилось быть участником укладки первых рельсов на нашей земле, на якутской земле. До этого дня земля Якутии не имела ни одного метра железных дорог. В честь знаменательного события на границе республики участники стройки открывают СРГ. На его постаменте схема железнодорожной линии Тында-Беркакит. Темпы набраны рекордные. За последние 15 часов монтеры уложили 2 километра рельс. Но теперь перед бригадами стоит новая задача. В декабре, меньше чем за 2 месяца, прийти в поселок Нагорный. Это потребовало максимальной отдачи как самих рабочих, так и руководителей подразделений. Задача руководителя производства видеть не дальше своего носа, а гораздо дальше. Задача предвидеть возможные непредвиденные ситуации, возможные аварийные ситуации, возможные срывы в снабжении, в производстве, значит, совместимость людей, организовать питание нормально, организовать смену белья, так сказать. То есть много задач очень. Если ты где-то начинаешь буксовать, это в целом сказывается на работе. А сосредоточиться было над чем. После станции Нагорная оставался всего 1 год до завершения Малого БАМа. До Беркакита последние 100 километров. Но какие? На пути стеной стоит Становой хребет. Преодолеть его решили при помощи тоннеля, строительство которого начали в 1975 году со взрыва горной массы. Сделали взрыв такой не сильный, а просто чтобы отвалить. Этот грунт отвалить. И его отвалили, а там открылась такая стена, белая, как мраморная. Там грунт такой, доломит называется он не как гранит, а такой помягче. И в нем такие прожилки, огромные куски, перит. А перит, он похож на золото, его так, он спутник золота. И они как увидели, эти воронежские мои земляки, сколько перита, они эти ведра похватали и давай камни собирать. У них потом ребята спрашивают, машинисты, которые, что это, да смотрите, сколько золота мы нашли. Вместо золота проходчикам пришлось иметь дело с вечной мерзлотой. Нагорнинский туннель стал первым в стране, пробитым в таких условиях. К тому же нужно было учитывать сейсмичность района. Она здесь высокая – 8 баллов, 1353 метра. Буровзрывным способом предстояло пройти за 4 года. Чтобы успеть в Беркакит вовремя, сделали временный путь в обход прямо по горам. Укладчик стоял наверху, и они без тепловоза решили на двигатели, которые продвигаются, спуститься с этого. И он пошел, воздух кончился и упал, и звеноукладчик разбился. Потом ждали его, оттуда привозили все.
Чем дальше на север, тем больше задач у всех подразделений. Грунт становится коварнее. Объем земляных работ на трассе вырос в 3 раза по сравнению с участком Бам-Тындинский. В 2 километрах от Нагорного еще одно барьерное место – горная река Тимптон. Ее нужно было пройти первым в Якутии железнодорожным мостом. Курс на опережение. Укладку пути задерживать нельзя. А впереди еще и Янгра-Холодникан. Каждый мотоотряд старается сдать объект быстрее и качественней. Был закон, притом он, соревновательный дух еще заключался в том, что, вот, например, у меня с БАМа еще был заведен такой экран соцсоревнования. И ежедневно там ставили коэффициент трудового участия. И каждый месяц подводили итоги. То есть у нас был жесткий подход, да, такой учет, контроль, спрос и стимулирование, да. Вот 4 важных критерия. К Беркакиту, конечной станции Малого БАМа, транспортные строители пришли в аккурат ко дню комсомола, 29 октября 1977 С заданием они справились на 1 год и 2 месяца раньше директивного срока. Золотое звено уложила бригада Алексея Иванченко. Тут же был открыт монумент с надписью «Строителям БАМа», проложившим путь к несметным богатствам Якутии. С этого дня началось освоение юга республики. Вы знаете, отличие железной дороги заключается в том, что когда она прошла, тут же начинают жить люди, появляются поселки, появляется, так сказать, жизнь в землю приходит, где сейчас 1 человек на 300 квадратных километров, а когда железная дорога есть, она жизнь дает, жизнь земле дает, жизнь стране дает. Транспортным строителям предстояло задержаться в Нерюнгринском районе на целых 8 лет. Нужно было проложить ответвление к промышленным объектам и месторождениям. Кто-то перешел работать на эксплуатацию железной дороги. Другие приняли участие в развитии территориально-производственного комплекса, основой которого стал разрез мощностью свыше 10 миллионов тонн угля в год. Казалось бы, на этом история строительства Малого БАМа завершена. Но вряд ли кто-то предвидел, что главные трудности еще впереди. Лучшую дорогу в нашей жизни мы с тобою вовремя нашли. Эти кадры кинохроники видели во всем мире. 1 октября 1984 года состоялась золотая стыковка центральной части Байкало-Амурской магистрали. На станции Куанда встретились 2 бригады путейцев – Ивана Варшавского и Александра Бондаря, идущих навстречу друг другу. Я запретил даже своим снимать. Когда мы после стыковки отогнали на километр укладчик, закрывает, там такая есть кривая. С одной стороны вышло звено, накрытое выпивкой, с другой стороны у нас вышло звено, накрыто закуской. И мы тебе отметили 2 бригадами стыковку без вашего брата-корреспондента. Освободившиеся на БАМе силы нужно было срочно куда-то направить. И уже спустя 6 месяцев, весной 1985 года, торжественно укладывается серебряное звено Амуро-Якутской магистрали. За 10 лет бригадам предстоит дойти до столицы региона, построив железнодорожный мост через Лену. Это новое свидетельство неустанной заботы ЦК и советского правительства о развитии производительных сил республики и дальнейшего повышения уровня жизни и благосостояния населения. К моменту укладки первого звена на трассе уже работало около 3000 строителей, прошедших школу БАМа. На всем протяжении будущей трассы в лесу появляются первые жилые вагончики. 27 августа я приехал сюда, мы приехали с первыми машинами, и сыпалась дорога на Синегорье. Тогда еще поселка Синегорье не было, просто отсыпалась вверх автомобильная дорога. На месте будущего поселка Синегорье, который сегодня является пригородом Томмота, высадилось сразу 4 строительных отряда. Среди них подразделение треста БАМ-Трансвзрывпром. Сами строили, кто работал, тот и строил. С этой стороны коттеджики были, в коттеджиках, значит, уже побольше жили, а первые переселенцы, скажем так, с Алёк мы жили в этих домиках.
Похожий поселок быстрыми темпами стал возводиться и близ Алдана. Строители дали ему название «Солнечный». Дома, школу и детский сад собрали из щитов, которые привезли с собой с БАМа. Ослушавшись верховное руководство свое, у нас были комплекты щитовых домов 161 серии, они были рассчитаны на 10 квартир. То есть, скажем, там 4 однокомнатных квартиры по концам и там внутри двухкомнатные. Значит, мы пошли на то, что перепроектировали этот дом на 8 квартир. Но зато у нас в каждой квартире был санузел с ванной. По бамовским меркам это неслыханная роскошь. С радушием приняли строители и местные жители. Власти Алданского района оказывали всяческую поддержку новым соседям. Они удивлялись, когда мы продавали молоко, свежее молоко. Многие говорили, мы не привыкли, они забыли. Они приехали на БАМ совершенно молодыми, сейчас они за 50 лет уже и так и живут. Поэтому мы помогаем им. Дорога очень нужна. Всесоюзная стройка вновь на пике внимания. О первом ребенке, рожденном в Солнечном, написали все центральные газеты. Привожу в роддом, они говорят, вы откуда? Она моя говорит, мы бамовцы. Никто не знал, что сюда приехали бамовцы, понимаете? Здесь такой был смех раньше. Старые люди, которые здесь живут на Ленинском, там, в городе, говорят, картошку выкопали. А кто? Так говорят, какие-то бамовцы, какие-то звери новые появились. Представьте. Строительство Аяма началось в сложных условиях. Приехавшие с БАМа мощные подразделения, чтобы сохранить коллективы, торопились начать капитальные работы. Порой без проектов и в условиях дефицита средств. Но при этом с разных участков линии шли доклады о перевыполнении плана. На Новый год, я могу сказать, мы отдыхали всего один день, 1 января. Температура была значительно ниже 50 градусов. Мы просили актированные дни, на что с Москвы получили телеграмму. Вы знали, куда шли, вы знали, что это Якутия, поэтому вы знали, что здесь низкие температуры, актированных дней не было. Но запланированного рывка к Якутску не получилось. Перестройка в стране не обошла стороной и Аям. Только за первые 5 лет финансирование прерывалось 15 раз. А 20 февраля 1991 года путеукладчик прекратил работу в районе Большого Немныра, пройдя с начала года всего 8 километров. К этому моменту укладка встала как вкопанная. Она прошла станцию Большой Немныр и встала из-за неготовности земполотна, из-за неготовности мостов, из-за отсутствия шпал в первую очередь. Рельсы были, шпал не было. В этот период кардинальные изменения происходили и в государстве. 27 апреля 1992 года вступила в силу Конституция Республики Саха, Якутия. Она позволила президенту Михаилу Николаеву пересмотреть планы развития региона, в том числе повлиять на ход строительства магистрали. Денег не было, но и от Аяма отказываться было нельзя. В результате циклического обмеления реки Лены на запад Якутии вообще не завезли топливо. И стояла речь о том, что необходимо остановить алмазную промышленность, о том, поселок эвакуировать и спустя год туда вернуться. Поэтому строительство железной дороги стало для нас таким колоссальным, что ли, возможным выходом из ситуации. Поэтому ей уделялось, конечно, очень много внимания и в эти 90-е годы. С большим трудом в декабре 1992 года стальная магистраль приходит в центр золотодобычи Якутии – город Алдан. К этому моменту уже не существовало централизованного снабжения строительных подразделений, нарушены все экономические связи, а созданные на базе бамовских предприятий акционерные общества погрязли во взаимных неплатежах. В то время, когда постоянно прерывалось финансирование, то открывалось, то закрывалось, и
предприятия, ну, можно сказать, существовали, они жили. В коллективах нарастает волна недовольства. Все чаще звучат призывы к митингам и стачкам. Вскоре стало понятно, что выжить вчерашние бамовцы могут только сообща. 9 предприятий решили объединиться и создать ассоциацию строителей АЯМа. Каждый, кому удавалось заработать деньги на сторонних подрядах, делился с партнерами. Мне, в частности, пришлось, уже не работая в Су-89, с этим трудовым коллективом мыть золото в Китае. А там за золото мы получали юани, шли на рынки, покупали продукты питания, сухие молоко, макароны, отправляли сюда, в бамовские поселки. Здесь по талонам раздавали их для того, чтобы хоть как-то поддержать. Всякие разные схемы, шпалы, рельсы, вот эту всю оснастку, да, это все мы получали каких-то там по этим схемам и пытались продолжить. После Алдана темпы строительства снизились до минимума. В год проходили не больше 10 километров. Впрочем, золотое звено на станции Нижний Куранах укладывали, как обычно, торжественно и с готовностью хоть сейчас сделать рывок вперед. Но на следующие 50 километров до Тамота ушли еще долгие 2 года. Торжества по этому поводу состоялись 16 августа 1997 года. Ну и встал вопрос, организации выступающих, все остального. Но мы пишем первым выступающим, Николаева Михаила Ефимовича. Понимая, что железная дорога имеет определенную специфику, запрашивает рекомендации по выступлению, у главбамстроя и у Москвы. Москва поручает кому? Проектировщикам. Проектировщики выходят на меня и говорят: Александр Николаевич, напиши. Понятно, отказывать нельзя, я сел и написал этот текст. Но понимая, что перед нами стоит задача дальнейшего строительства. И в конце я закладываю, поздравляю вас с праздником, дорогие друзья, коллеги, вперед на Якутск. И отправляю туда. И переживаем все. Оно же ушло туда, туда, и он приезжает, и никто же нам не дает почитать текст выступления президента республики. Мы стоим, слушаем внимательно все. И он выступает и говорит так-то, так-то, и в конце говорит: вперед на Якутск. Нашему ликованию не было предела. К этому времени железнодорожники уже прочно обосновались в Алданском районе. Строящаяся магистраль понемногу брала на себя объемы перевозок грузов для населения и промышленных предприятий. Еще в 90-м на станции Большой Немныр получили первую партию мебели, а на разъезде Косаревский организовали перевалку угля для котельных. В 1995 году была создана акционерная компания «Железные дороги Якутии». С этого момента началась полноценная коммерческая деятельность АЯМа. Большая работа была проведена, очень большая. Иногда задумываешься уже, оборачиваясь назад, оглядываясь назад, думаешь, откуда сил хватало, откуда столько энергии хватало. Потому что все было именно от чистого сердца, все было сделано от души. Но дальше Тамота магистраль не продвинулась ни на метр. Тяжелым выдалось начало 2000-х, когда, казалось, о строителях совсем забыли. Надежда появилась только с приходом к власти президента Якутии Вячеслава Штырова в 2002-м. Новому руководителю АЯМ был нужен для реализации промышленных мегапроектов. Уже через 2 года действующий участок сдают в постоянную эксплуатацию и открывают пассажирское движение. Следом выходит постановление правительства России о возобновлении стройки. Для Республики Саха-Якутия это общенародное дело, потому что невозможно представить себе нашу республику в 21 веке такой оторванной и самым труднодоступным регионом на планете. Вот почему я совершенно уверен, что мы справимся с задачей, и в 2010 году дорога выйдет на правый берег реки Лены. Основные силы на новой масштабной стройке стали разворачивать в разгар якутских морозов. Сразу за Тамотом задел уже был. Несколько десятков километров земляных работ успели выполнить строители 90-х. Но самые сложные задачи они, видимо, оставили на потом. За Тамотом, первая сразу кривая, вечная мерзлота.
плохо, значит, подготовили основание. Начинает сползать насыпь. Начинаем ее боковыми досыпками. Здесь же и так нелюбимые строителями наледи. Единого метода борьбы с ними не существует. В каждом конкретном случае приходится полагаться на собственный опыт и смекалку. Нет. Вы перережьте ее, значит, вы посмотрите, значит, Чульман. Вода постоянно там, она в одно место влезет. Она, значит, это как насос. Но настоящим кошмаром для инженеров стало отсутствие проекта. Были лишь рабочие чертежи на отдельные участки будущей магистрали. Многие вопросы приходилось решать по мере поступления с проектными институтами. И здесь снова помогал бесценный опыт БАМа. Здесь много бамовцев. Уже, конечно, годы не те, но задор еще и запал остался бамовский. Стройке повезло, что до 2005 года уцелели остатки бамовских структур. Была законсервирована техника, сохранился костяк специалистов, многие из которых остались в Алдане и Тамотте. Уверенность в том, что дорога будет строиться, и она когда-то будет достроена, и она оставалась. И поэтому многие, которые связали здесь жизнь, просто не уезжали, потому что понимали, что все-таки здесь они пригодятся, и здесь им легче обустроиться, и они имеют хоть какой-то социальный минимум здесь. Магистраль Тамот-Кердам протяженностью 360 километров предстояло построить в очень высоком техническом оснащении. Это близнец железной дороги Тында-Беркакит. Однопутная, с такими же минимальными радиусами кривых, с той же длиной приема отправочных путей на станциях. Единственное отличие – редкие разъезды, между которыми около 50 километров. А в качестве притрассовой по возможности использовались участки федеральной дороги Лена. Такие меры позволили уложиться в скромный бюджет. Я в свое время был на одном из семинаров, которые проводил или совещания, не помню точно, проводил институт, был такой институт СОПС, Совет по размещению производительных сил. Там присутствовал заместитель руководителя Всекитайской железнодорожной компании. И я его спросил, назвал параметры строительства железной дороги, спросил, сколько будет стоить это при производстве работ их подразделениями. Он мне сказал, что будет это стоить от 5 до 7 миллионов долларов. Вот. Я отошел, прикинул, и получается, что мы строили нашу железную дорогу за 3-5 миллионов долларов. То есть мы строили ее дешевле, чем китайские подрядчики. Первый большой праздник состоялся 8 декабря 2008 года. Было уложено серебряное звено на мосту через реку Амгу. Столбик термометра приближался к минус 60, но это не помешало строителям вспомнить давно забытый вкус шампанского и сказки. Надеюсь, что мы вместе с вами откроем дорогу в Кердеме, затем в Нижней Бестяхе на год раньше срока, в 2012 году. В этот период транспортные строители снова в центре внимания. Как и во времена комсомола, магистрали регулярно посещают первые лица республики. Одно за другим проводятся крупные совещания. Несколько раз в день заседают оперативные штабы. Но главные переговоры проходят в Москве. Все понимают, дорога на Кердам в никуда. И нужно до прихода рельс на станцию продлить стройку еще на 72 километра, до Нижнего Бестяха, что на противоположном берегу от Якутска. Я бы сказал, сегодня там было много очень лукавства, но мы сознательно на это пошли, потому что там была очень маленькая сумма была. 15 миллиардов рублей, было понятно, что мы за эту сумму, конечно, не уложимся. Как мы дойдем до Якутска за 15 миллиардов? Но, как говорится, это было сделано, год постановления есть, а через некоторое время мы вновь появились. И уже создали настоящее постановление. На север магистраль идет очень уверенно. Все подразделения работают как единый механизм. 26 апреля 2010 года железная дорога заходит в Хангаласский район, оставив позади Алданскую землю, на которой задержалась почти на четверть века. В прошлом году положили почти 180 километров, даже на БАМе не всегда так укладывали.
Следующие 5 месяцев удлинили магистраль еще на 62 километра. И снова серебряное звено. 25 сентября 2010 года бригады принимают поздравления на станции Кердем. Режем! Ура! Ура! Последний участок наверняка войдет во все учебники для подготовки транспортных строителей. От Кердема до Нижнего Бестяха очень сложная геология. Похожая есть лишь на Аляске. Зимой рабочие вырезали многометровые толщи льда, а чтобы не допустить оттайки грунта летом, укладывали теплоизоляцию. Здесь грунты имеют такое свойство, высокую льдистость. Линзы льда, и они очень подвержены вот этими солнечной аэрации и могут моментально оттаять и разрушить все построенное полотно. Подобные участки были и на БАМе, но только в отдельных выемках. А здесь 30 километров дороги, сплошной ледовый комплекс. Но с укладкой на конечную станцию Нижний Бестях строители зашли вовремя, как и обещали, в ноябре 2011 года. Радости нет предела. Даешь, Магадан! Даешь! Ощущение, как у альпиниста, который долго-долго подбирался к какой-то вершине, наконец-то до нее добрался, наверху порадовался маленько и думает, что же дальше покорять. На этот вопрос аямовцы надеялись получить ответ уже через несколько дней. На торжественный приход первого поезда в Нижний Бестях приехал президент России Дмитрий Медведев. Пойдет ли дорога дальше и куда? На Якутск? В Магадан? В этот момент как никогда нужна была конкретика. Ведь строительные организации укомплектованы техникой, людьми и готовы хоть завтра двинуться вперед. Нам обязательно нужно сделать так, чтобы соединить Якутск, и пройти через Лену, чтобы все было по-человечески. Я знал, что вы на это правильно отреагируете, потому что это сделать нужно обязательно. Все богатство Якутии здесь лежат. Рядом 440 километров. Да. Вот теперь остался вот этот маленький мостик построить. Построю, что я уже сказал вслух. Совмещенный автомобильно-железнодорожный мост длиной 3 километра 200 метров предстояло построить в самом узком месте Лены, в районе Табагинского мыса. Дальше магистраль, огибая столицу региона, должна зайти в речной порт. Именно эта точка исторически является конечной Амуро-Якутской магистрали. Но, как оказалось, судьба повернулась совсем иначе. Главный вопрос современности, каким образом нам все-таки продумать вопрос о появлении совмещенного железнодорожного автомобильного моста. Дело в том, что экономически все это сослагалось. Я всегда был за то, чтобы мост сделать настоящий мост, и автомобильный, и железнодорожный. Если кто-то говорит о том, что можно остановиться в Бестяхе, это как бы сразу обесценивает те капиталовложения, которые уже вложены. Учитывая наши климатические условия, зимние условия, сказали, что строительство моста с учетом проектирования это 4-5 лет. Придя на станцию Нижний Бестях, строители будто снова вернулись в 90-е годы. Когда осталось совсем немного, финансирование прекратилось. Подрядные организации покинули незавершенные объекты. Долгие 7 лет продолжались суды, взаимные упреки, информационные атаки журналистов. Казалось, кто-то специально стирает все былые заслуги аямовцев. Вячеслав Анатольевич Тыров, пожалуйста. Уважаемый Аркадий Владимирович, у меня к вам будет такая просьба. Вы, пожалуйста, достаньте ручку и запишите, что кроме этих вот обходов, подходов, и других заходов, в Российской Федерации строится железная дорога Беркакит-Томот-Якутск. По-иному она называется Амуро-Якутская железнодорожная магистраль.
Это единственная дорога, которая строится в стране. По ней выпущено 2 постановления правительства 2005 года, 2008. Она должна была введена в эксплуатацию в 2013 году. Сейчас 2017 год, она не введена. В этот период важно было сохранить построенную магистраль. И выход только один – начать эксплуатировать. Благо, стальной путь со всеми разъездами открыт. Тепловозы компании «Железные дороги Якутии» все чаще стали появляться на Нижнем Бестяхе, поначалу привозя груз скромных объемов и попутно доводя линию до стандартов временной эксплуатации. Путь только тогда становится железной дорогой, когда ты поклонишься каждой шпале минимум 10, 12, 15 раз. Ее надо выровнять, ее надо забалансировать, ее надо, значит, развить разъезды станции. Необходимость Аяма долго доказывать не пришлось. Уже в 2015-м на Нижнем Бестяхе переработали 329 тысяч тонн грузов. Через год уже 450, а в 2018-м приблизились к 1 миллиону. Ожидается, что в ближайшее время объемы возрастут в разы. Мы многие вопросы, которые раньше относились к компетенции чисто строителей, мы по разным договорам, по договорам услуги локомотивной тяги, по договорам аренды тепловоза, по разным договорам мы забрали на себя и оперативно понимали, что это надо в первую очередь для якутских железных дорог, помогали быстро делать эти все проблемы. Сегодня северная часть Аяма – современная технологичная магистраль. Она проходит по практически безлюдным местам, которые еще только предстоит освоить. Для этого есть все. Разъезды, оборудованные новейшей автоматикой, устойчивое земляное полотно и надежные мосты, которые прослужат не меньше века. Нужно только умело воспользоваться всем этим. Железнодорожники свое слово уже сказали, сделав то, о чем мечтало не одно поколение людей. Это наши знаменитые бамовцы, это трудовые коллективы, которые прошли огонь и воду во главе со своими бригадирами, во главе с инженерно-техническими работниками. Это удивительная такая стойкость, ее сродни, может быть, я не знаю, я не застал эти времена, может, так было в годы Великой Отечественной войны, это действительно были люди. Я вот не случайно одел орден Полярной звезды, не для того, чтобы я тут красовался такой красивый, а для того, чтобы люди поняли, что в этой звезде труд их всех, понимаете? Это не громкие слова, это так и есть. Я так считаю, и я думаю, что в конце концов место этой Полярной звезде в каком-то из музеев, и для того, чтобы вот эта история строительства железной дороги, она была вот таким вот образом, значит, отмечена. На возведение 1239 километров от Транссиба до Нижнего Бестяха понадобилось 47 лет. За это время сменилось несколько поколений транспортных строителей, преданных своему делу, готовых пережить любые невзгоды и решать проблемы в самых экстремальных условиях на планете. Их знания и опыт обязательно будут востребованы и в будущем. Но для этого нужно приступить к возведению новых железных дорог.